мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Это было очень давно, в начале прошлого века. Однажды глухой зимней ночью, ему было тогда 3 года, он проснулся, подошел к роялю и стал играть незнакомую мелодию. То ли хотел в музыке рассказать о том, что ему приснилось, то ли о том, что его тревожило или удивило. Родители, мать и отец, его братья, сестры тоже были удивлены и поражены. И в этот момент решилась его судьба. Родители решили во что бы то ни стало дать мальчику музыкальное образование. Этот мальчик вырастет и станет народным артистом БССР, главным концертмейстером Государственного академического Большого театра оперы и балета БССР. И лучшие вокалисты нашей страны, и не только наши, будут почитать за счастье творчески работать с ним. И самый лучший период оперного театра, его золотой век, расцвет, будет связан неразрывно с его именем. Он был великолепным концертмейстером, прекрасным исполнителем и очень чутким педагогом. И еще он обладал очень редким качеством. Он умел привязывать к себе людей сердцем. Он, Семен Львович Толкачев. В 1944 год, после освобождения Минска, опера белорусская вернулась в Минск. И так как жить было негде, то основная труппа поселилась прямо в самом здании оперного театра. У нас, я помню, было пианино, за стенкой которого я спала. И тут же были все репетиции. И, естественно, мой отец, менялись солисты, менялись оперы. И все это я слушала, это как бы было частью моей жизни. Мой отец не просто отдавал все свои силы и знания, он делал это с любовью к певцам и вообще с любовью к людям. По натуре он был большим жизнелюбом. И несмотря на трудности жизни, он занимался любимым делом. И люди это чувствовали, выкладывались. И уровень театра, я вот могу как-то сейчас уже оценивать это все. Прошли годы, был высочайший. Очень много было талантливейших людей.
все они проходили, можно сказать, через его руки, потому что он был главным концертмейстером театра. Многие из них считали, что сделанная с ним партия оперная остается на всю жизнь. Есть очень сложные клавиры, там «Пиковая дама», «Богема», Онегин вообще Чайковский писал сложно. И если пианист владеет всей этой палитрой, то у певцов создается впечатление оркестрового звучания. Несмотря на то, что он был строг в работе, но в то же время он, любя людей, он делал все для того, чтобы они чувствовали себя хорошо в работе с ним и добивался замечательных результатов. Шла война, 1943 год, и в этом году в Горьком состоялась премьера сразу двух опер. Россини «Сивильский цирюльник» и Чайковского Евгений Онегин. Исполнение опер шло под сопровождение рояля, но у публики создавалось впечатление, что играет оркестр. За роялем был Семен Толкачев. Однажды поздним вечером к нему пришел композитор Нестор Соколовский, принес ноты новой мелодии. Он очень волновался, он попросил дать оценку новому произведению. Семен Львович проиграл на рояле эту мелодию и сказал: это чудесно. Это был гимн Республики Беларусь. За консультацией, советом к музыканту обращались самые крупные, самые маститые белорусские композиторы: и Аладов, и Тикоцкий, и Туренков, и многие другие. Он просто потряс великого композитора 20-го столетия Арама Хачатуряна, когда, увидев в первый раз клавир балета «Спартак», сел и проиграл всю музыку балета. И Арам Хачатурян сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он никогда не видел такой читки с листа. В восторге от сотрудничества с Толкачевым был великий Иван Козловский и знаменитые болгарские вокалисты Катя Георгиева и Дмитр Узунов. Он работал со всеми звездами национальной оперы. И надо в первую очередь вспомнить Ларису Александровскую, с которой он был связан не только творческими отношениями, но и очень долгие годы дружескими отношениями. Он работал с Исидором Болотиным, с Ритой Млодек, Софьей Друкер, с Николаем Ворвалевым, Зиновием Бабием, Тамарой Нижниковой, Аркадием Савченко, Нинель Ткаченко и очень многими другими известными исполнителями. И все оперные спектакли, и многие балетные, начиная с 1938 года, были поставлены на сцене театра при самом непосредственном участии Семена Львовича Толкачева. И самое главное, первые национальные оперы – это «Михась Подгорный» и «Олеся» Тикоцкого, это «Ясный рассвет» Туренкова, это «В пущих Полесья» Богатырева и «Колючая роза» Семеняка. И, конечно же, классика – это и «Травиата» Верди, и «Князь Игорь» Бородина, и знаменитая «Аристея» Танеева, очень сложное произведение для сценического воплощения. Концертмейстер музыкального театра – это не просто высокопрофессиональный исполнитель-пианист, это супер высокопрофессиональный исполнитель. Это виртуоз, это маэстро. Он должен знать каждую партию на зубок и пропеть ее сам. Он должен знать мельчайшие подробности, нюансы и вместе с солистом лепить голосовой музыкальный образ героя. И чем он лучше будет знать сам партию, тем будет ее лучше воспроизводить, если так можно сказать, на сцене солиста. И успех его будет больше, и успех
спектаклей всего будет ярче, больше. А успех Семен Львович мог делать, он умел это делать, потому что он был высоко эрудированный в музыкальном смысле музыкант, он был прекрасный педагог и виртуозный исполнитель. Это человек исключительного дарования, человек чрезвычайно творческий. Во всем, что он делал, это был поток информации, поток музыки, поток действия. И это настолько зажигало, мне кажется, молодых. Но потом, когда я уже была постарше, я поняла, что он зажигает всех. Я была студенткой и начинала у него заниматься концертмейстерскому мастерству. Когда мы с ним работали над каким-то произведением, Семен Львович настолько точно и кратко, и причем очень весело всегда говорил: это страшно трудное место, ты не волнуйся, это у тебя очень быстро получится, но помни, что если ты будешь петь с таким-то исполнителем, он называл фамилию, то тебе придется посмотреть это там на терцию выше. Это ты сможешь сыграть сразу. Очень трудные вещи для специалиста, а вот они так вот незаметно проходили, и ты понимал, что ты можешь это делать незаметно, можешь делать это легко. В оперном спектакле это и голоса, и действия, это все вместе. И вот это все вместе как-то заключалось в одном лице, в Семене Львовиче. Он был один во всех лицах. Часто приводил своих солистов из оперного театра и проходил с ними партии. Это была колоссальная практика. И открытый урок, как сейчас называется. Эти артисты народные, великолепные, всем известные, уже не совсем в молодом возрасте, они смотрели на Семена Львовича, они внимали ему как вообще, знаете, как божество, вот я не боюсь этого слова. У меня было такое впечатление, что на нем держится вся музыкальная часть оперного театра. Семен Львович, несмотря на сильный характер, он был очень душевным человеком, мягким человеком. Он никогда не повышал голоса. Он спокойным голосом мог добиться больше, чем другой мог бы сделать это окриком, там, повышением голоса и так далее. Был концерт молодых исполнителей, мне 24 года. И на этом концерте была Нинель Ткаченко, народная артистка Советского Союза. И она потом переехала в Одессу, сделала мне приглашение. Приезжай, Миша, спой у нас на гастролях «Кармен». И вот мы с Семеном Львовичем подготовили «Кармен». Он подбодрил всегда шуткой. Он сказал так: ты спроси, где выйти на сцену и где уйти, а на сцене живи жизнью своего героя. Семен Львович, прежде всего, великий человек. Как все гениальные, талантливые люди, они, как правило, плохими людьми не бывают. Он сочетал в себе и отеческое чувство
ко мне относился как к родному сыну. Я бывал у него дома, в концертах мы с ним часто встречались. И постоянно меня выписывали Семену Львовичу. Главный концертмейстер, народный артист. Это было, конечно, великая честь для меня. Он действительно, как далекая звезда, будет еще долго нам светить и учить нас уму-разуму, стремиться быть хорошими, настоящими людьми. Семен Львович Толкачев родился 16 мая 1907 года в Бобруйске. Его отца, Льва Толкачева, знал весь город, он был хорошим слесарем, мастеровым человеком. Ну, а мама была просто мамой, домохозяйкой, потому что в семье было 8 детей. Первые шаги в музыке он сделал вместе с частным педагогом в Бобруйске, потом учился в музыкальной студии в Минске. Здесь он встретил замечательного педагога Исаеву Семашко, который подготовил его к поступлению в Московскую консерваторию. И туда он поступил в 1924 году. И в этот год на 12 мест фортепианного отделения было 500 претендентов. Он с блеском прошел конкурс и попал в очень хорошие руки. Его преподавателями были знаменитые Игумнов и Анна Островская. И он параллельно учился в классах оперного искусства и дирижерского искусства. А эти классы тогда вел знаменитейший человек в музыкальном мире, профессор Николай Голованов, который был главным дирижером Большого театра. И он предложил Семену Толкачеву работать в Большом театре Союза СССР. Но тот отказался, он мечтал о карьере исполнителя. Он проработал некоторое время в Московской филармонии, и в Москве он встретил девушку Цицилию, которую он знал еще по Бобруйску. Она стала его женой. Она не имела никакого отношения к музыке, но у нее был хороший музыкальный вкус, и он часто с ней советовался в процессе творческой работы. Затем Ленинград. Недолгое время работал концертмейстером филармонии. С 1932 по 1934 год он работал главным концертмейстером Восточно-Западной Сибирской оперы. Красноярск, Иркутск, Новосибирск. В 1934 году его пригласили главным концертмейстером в Куйбышев, в оперный театр. И в 1938 году по приглашению дирекции Театра оперы и балета БССР он появился в Минске. 1938 год концертмейстер, 1939 главный концертмейстер театра. По воспоминаниям Ларисы Помпеевны Александровской, с первых дней он всех обаял, всех расположил к себе своей открытостью, своей веселостью и самым главным – высоким профессионализмом музыканта. С 1938 года и до конца своей жизни Семен Львович Толкачев проработал в Театре оперы и балета БССР.
Когда я приехала в театр из консерватории, после пробы ко мне подошел Семен Львович. Он сказал, что, вы знаете, вы хорошо поете. Было бы неплохо, если бы вы у нас остались работать в театре. Я говорю, я об этом мечтаю. Меня вот Лариса Помпеевна пригласила. Он говорит, ну, очень хорошо. В основном я работала с Семеном Львовичем Толкачевым. Это мой уже был концертмейстер. Мне было очень легко и приятно, потому что каждое мое дыхание, каждый мой нюанс был воспринят мгновенно. А мне нравилась у нас система, которая была в театре в оперном. Предположим, я получаю какую-то партию, вот какой-то готовится спектакль. Я учусь с концертмейстером, любым. Потом каждый из нас идет к Семену Львовичу Толкачеву. Он как бы принимает эту партию, занимается со мной. И когда я готова, тогда он меня показывает дирижеру спектакля. Потом дирижер назначает 2-3 урока, и мы приходим с Семеном Львовичем сдавать уже партию. И нас выпускают тогда на оркестровую, парадную репетицию. Теперь этого нет в театрах. Семен Львович всегда был фильтром. Когда уже мы все готовы у нас, все, мы идем к дирижеру, и потом нас благословляют, и мы идем на спектакль. Господи, сколько мы проехали с ним городов, сколько было концертов. И Семен Львович всегда был у нас МЧС. Что-нибудь не так, Семен Львович обязательно говорит, все сыграет. Я пою в замке Эстергази. А Семен Львович за инструментом. Это мы поем концерты в Будапеште. Да, там мы всю проехали в Венгрию. И он играл на инструменте, которым играл Гайден. Старинные инструменты, я пела Аве Мария. О Семене Львовиче можно много говорить. И можно одно слово сказать, что это был от Бога концертмейстер. Это был талантливый человек, прекрасный музыкант. Крепкий фигурой, темноволосый, светлоглазый, он располагал к себе настоящей мужской красотой и обаянием. Был остроумным и веселым человеком, ценил хорошую шутку и был интересным собеседником. В театре его, скорее всего, уважали, чем боялись, знали, что он в работе очень требовательный. И в первую очередь он был очень требовательным к самому себе. Отличался удивительной работоспособностью, и вся жизнь его проходила и прошла в театре. Он умер 7 августа 1970 года от инфаркта в 63 года, а ведь это не возраст для мужчины. Его дочь, заслуженная артистка Республики Беларусь Лариса Толкачева, второй главный концертмейстер Национальной оперы. Она преподает в Белорусской академии музыки, дипломант и лауреат всесоюзных и международных конкурсов пианистов. Внучка Ольга закончила Минское музыкальное училище и факультет искусствоведения Ленинградской консерватории по специальности «Она критик балета». Так что все продолжается, и музыка в семье Толкачевых продолжается, она звучит. А все началось давным-давно, глухой зимней ночи, когда 3-летний мальчик Семен проснулся, подошел к фортепиано, чтобы в музыке рассказать о том, что тревожит его маленькое сердце. И все определилось в его жизни в эту ночь навсегда. Музыка стала его жизнью Семена Толкачева. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к
опечалили, не поднять нам усталых. Ресниц.